Первый раз я услышала о слове «рок-фестиваль» в 80-х годах. То есть я в то время еще не в Сыктывкаре жила, я еще жила в Кирове. И в 86-м году нас с подругой пригласили на первый рок-фестиваль, который организовывали ребята из группы ЧП. Такая достаточно знаменитая была группа в городе Кирове. И там лидер их, Серега Перминов, значит, звал друзей своих друзей, знакомых своих знакомых. Вот как раз на тот первый рок-фестиваль, который состоялся не где-то, а в Доме культуры металлургов. Но не в классическом зале, там, где проходили какие-либо концерты, а в спортивном зале. То есть на тот момент руководитель клуба взяла на себя ответственность. Мы знаем, что в Советском Союзе не приветствовалась некоторая музыка, в том числе и рок, да? Значит, взяла на себя ответственность и разрешила провести этот рок-фестиваль. Рекламы не было никакой, поэтому она нам дала, значит, какой-то определенный угол, и это был спортивный зал. Значит, соответственно, сцена была импровизированная. Где-то там под баскетбольным кольцом, значит, была ширма, на которой было вывешено что-то, то есть, вот, значит, свет поставлен. И сидели люди, то есть, с одной стороны у нас была сцена, а с другой стороны зрительный зал. И люди сидели все на гимнастических вот таких вот маленьких скамейках, которые были поставлены друг к другу вот очень-очень близко. Мы сидели с подругой практически на первом ряду, но перед нами вот практически к ногам музыкантов сидели люди, которые не вошли на эти скамейки. В проходе сидели люди. Сказать, что сильно много людей было? Нет. Там, вот, как я уже говорила, что были только как бы свои люди-то, да? Вот. Ну, коль рок-фестиваль подразумевает, значит, какое-то количество групп, которые приехали там с региона прежде всего, да, и показывают свое мастерство. Первыми, по-моему, выступили как раз вот организаторы, это Серега Перминов со своей группой ЧП, все, вау, там здорово, и потом выходит ведущий, а мы все ждали, что какая-то интрига будет. И переговаривались, там шептались, говорили, что странные игры приедут, на тот момент это было «о». И, значит, ведущий пришел и сказал, что вот сегодня у нас в гостях группа кино и Виктор Цой. Я так «у». Потому что в то время, это был 86-й год, у Виктора Цоя мы знали только алюминиевые огурцы. Заходят парни. Вот, насколько я помню, это 4 человека, все в черном абсолютно, но не в черных футболках, как вот сейчас принято, черные футболки, там, джинсы, а вот в каких-то черных рубашках. Среди них один азиат. То есть видно, что это вот прям у него такая харизма, вот, невысокого роста, абсолютно все худющие, да. Вот, и, значит, батничек такой черный, и это необычная подача своего произведения, то есть те самые алюминиевые огурцы, они слушались настолько потрясающе, что мурашки шли по телу. Потому что мы же как слушали? Кассеты тертые-перетертые, записанные-перезаписанные, через магнитофон, ничего же не было. И поэтому вот этот живой звук, он вообще сводил просто с ума. И люди, вот, которые ждали те странные игры, просто скандировали, хлопали, кричали и подпевали, потому что это, пожалуй, единственное произведение было, которое мы вообще знали вот, вообще просто почти наизусть. Потом они еще что-то пели. Вот я помню, что там тем, кто ложится спать, спокойного сна, тоже так это вот за душу берет, мощно. Цой, вот какой он вот мне тогда показался. Такой парень, молодой парень, видно, что с харизмой. Я тогда работала в стомат-поликлинике, и, значит, у меня сразу вот какое-то такое, как профессиональное, прикус немножко неправильный такой, как будто неправильно немножко прикус у него был. И держал микрофон так необычно, вот как-то вот так вот выворачивал этот микрофон, не знаю, с какой стороны выворачивал, что стойка микрофона практически задевала людей, которые сидели у него под ногами. Вот. После того, как выступление закончилось этих ребят, вообще все выступление закончилось, все поползли в гримерку, то есть поздравлять Серегу с тем, что первый день состоялся, все здорово. А так как там были знакомые знакомых, друзья друзей, то есть в эту гримерку шли как в мавзолей. Вот, и когда мы пришли с подругой в эту гримерку, Цой стоял у окна, вот именно Цой стоял у окна с чашкой с какой-то там, понятно, да, вот, и, значит, видно, что такой скромный, так толпы людей около него не было, но держался уже на тот момент так обособленно. То есть
не будучи популярным, вот вообще на пике популярности, держался так, как будто вот это вот у него взлет, вот-вот и взлет. Вот таким мне запомнился Виктор Цой, и вот таким образом я прикоснулась к живой легенде. Знала бы, что вот так это все будет, потому что потом, когда воспроизводила в памяти это все, вот можно было ведь в тот момент просто запросто подойти, взять автограф, что-то спросить, потому что это было запросто. Подходили люди и спрашивали, а мы как-то постеснялись. Хотелось вот узнавать что-то новое, не то, что нам дает фирма «Мелодия» на 85-й год, там, вот, да, условно говоря. Хотелось слушать именно то, что предлагают. Там интересней было. Там было интересней, и это влекло действительно. И вот я помню пластинки, которые привозили из-за рубежа. И эти пластинки, они были какие-то вот, у нас же, смотрите, вот проигрыватель, да, вот с таким небольшим отверстием, да, вот с дырочкой посередине, а из Америки привозили пластинки, вот почему, как вот мне казалось, что там немножечко другой разъем у них, видимо, был. Люди, которые привозили, это было все тайно, то есть это было тайно, этого не было ни в какой-либо продаже, это все переписывалось на что-то, и вот до нас-то доходило уже то, что 10 раз переписано, скажем так, да, то есть там сложно настолько разобрать какое-либо слово, это приходится переслушивать, там никаких наушников, ничего, просто сложно разобрать это слово. Группа «Воскресенье», вот я помню, повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, там «Машина времени» начала появляться, это вроде как все официально, но ведь это началось-то с того, что вот сначала запускали вот на магнитофон, то есть не было никаких грамм-пластинок, вот это я говорю про конец 70-х и начало 80-х годов. Вчитывались в текст. Были песенники. И вот эти песенники, это ведь не просто так, что вот мы сейчас взяли, загуглили там название песни, там текст вышел, скопировал, вставил, да. В тот момент для того, чтобы записать эту песню в тетрадку, где написано «песенник», прям так и написано «песенник», нужно было прослушать на магнитофоне эту песню, остановить, записать, вернуть назад, если ты не понял какую-то фразу, снова вернуться. То есть и вот эти потом песенники ходили, вот, дай списать там песню какую-то. И поражало то, что в современных вот тех песнях, которые стали появляться, вот именно в роке тексты, они просто действительно заставляли остановиться. Никто не понимал, почему, но вот то ощущение, что действительно открыта форточка. Хотелось читать. Это воспринималось через какую-то призму. И хотелось думать о том, что происходит. Вот мы как-то так действительно очень серьезно относились к этой музыке.